Изготовлением рекордного мандаринового 50-метрового торта в столице Абхазии завершился мандариновый фестиваль. В создании кулинарного шедевра приняли участие свыше 45 кондитеров республики. Нужно отметить, каждый метр торта был начинен уникальной начинкой. Разрезал торт президент республики Бадра Гунба. Мы встречаемся в новом году, в котором надеемся продолжить те начинания, которые мы закладывали ранее. Хочу пожелать нашим гостям, нашим соотечественникам всего самого наилучшего, благополучия, добра, мира, удачи во всех наших начинаниях. Дорогие соотечественники, я поздравляю вас с этим прекрасным фестивалем. Хочу поблагодарить организаторов и участников данного замечательного фестиваля. Это еще одна возможность продемонстрировать нашу страну, нашу республику, ее потенциал, ее дары и преподнести нашим гостям. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Затем уникальное лакомство продегустировали гости и жители республики. Мы благодарим тех, кто организовывает, всем кондитерам, которые сделали такую красоту. Это просто радость. И для Абхазии замечательно, мы уже второй год попадаем именно на мандариновый праздник и повезем детям эту мандариновую радость. Просто в восторге от погоды, от моря, от людей, от замечательной атмосферы, которая здесь царит. Все настолько дружелюбное, классное, красивое, замечательное. Я очень рада, что сюда приезжаю. Мне очень нравится и народ, и Абхазия, и природа. Желаю всем мира. Мандариновый фестиваль в стране проводится уже второй год подряд. На этот раз фестиваль посетило гораздо больше гостей и жителей страны. По словам министра по туризму Астамура Логуа, в этом году создан событийный календарь, где прописано множество подобных проектов на 2026 год. Очень рад, что мы можем делать такие мероприятия. Я думаю, что в этом году, вы знаете, мы создали целый событийный календарь. Такого рода мероприятий будет много проходить в Абхазии. И самое главное, что мы сами себе доказали, что мы можем делать правильные, хорошие мероприятия для того, чтобы по-новому презентовать нашу страну, для того, чтобы еще больше гостей приезжало в Абхазию. По словам организаторов, фестиваль, который уже традиционно проводится во время новогодних праздников, собирает множество участников. Действительно, кондитеры постарались на славу. Разнообразная начинка придала каждому кусочку особенно изысканный вкус. Лимонный курс идет там и мармелад апельсиновый у нас. На площади Багапша также была подготовлена разнообразная программа для детей и взрослых. Для детей это очень прекрасно. Можно сказать, это четверть Диснейленда. Мы все очень ждем, пока разрежут торт. В этот день некоторым даже посчастливилось увидеть рекордный торт с высоты птичьего полета. Яркий оранжевый воздушный шар парил над площадью Багапша, приковывая к себе внимание. Фестиваль задумывался как большой традиционный праздник для всей страны. Он закрывает на самом деле несколько отраслей. Начиная с экономики, мы видим приток туристов, и наши местные рестораторы и местные ательеры отмечают большой возросший поток туристов, и, соответственно, занятость увеличивается, и местные бренды также задействованы. Плюс это, конечно же, сам досуг. Это новый вид досуга, который ранее не был представлен в Абхазии. И это такой некий событийный туризм. Мы пытаемся удлинить сезон, разнообразить его, чтобы нашему гостю было интересно в разное время года. И он приезжал сюда с удовольствием, за впечатлениями и новыми эмоциями. Руководитель культурно-деловой платформы ГУМА Хибла Возба считает, что фестиваль, безусловно, является одним из ярких событий, способствующих привлечению туристов зимой. Благодаря этому мероприятию, которое организовали Светлана Габуня и ее коллеги, ее команда, сюда приехало очень много гостей. То есть очень важно было, что информационная поддержка была этого события, и люди, которые приехали в Абхазию отдыхать и проводить здесь свои праздники, у них была очень насыщенная культурная программа. Целый день, уже четвертый день подряд проходит много разных событий, и вот сегодня таким прекрасным событием завершается этот фестиваль. Эти события созданы для того, чтобы привлекать сюда туристов и гостей вне курортного сезона. Подтверждением этому радостные и счастливые туристы, которые были в восторге от праздника.
Мне очень понравился фестиваль, такой я вижу впервые, он уникальный. В таком формате я не видела ни разу ни в одной стране. Единственное, очень много народу, мне не удалось подойти посмотреть сам торт, а очень хотелось. Поздравляю всех с праздниками и желаю Абхазии развития, продолжать в том же духе. Очень интересно, мне очень нравится, я здесь живу уже 2 года, люблю и наслаждаюсь. Мы увидели рекламу фестиваля, решили прийти посмотреть, очень классно. Здорово, народу очень много, весело, по-новогоднему, по-праздничному. Абхазию мы любим. И про мандариновый фестиваль мы знали, в прошлом году были здесь на нем, и в этом году тоже. Очень аутентичная культура в этом плане. Где еще можно попасть на мандариновый фестиваль, как не в Абхазии? Здорово, конечно. Мне очень понравилась карта Абхазии с желаниями. Это было очень мило. Я прям вчера подходила, читала, вчитывалась. Кто-то конфет хочет, а кто-то внуков, поэтому искренне желаю каждому получить желаемое в наступившем году. Таким образом, мандариновый фестиваль дал старт череде событий, запланированных для туристов на 2026 год. Хадис Сагария, Сида Сагария, Данил Ханагу, Абхазское телевидение.